библиотекой. Сегодня я бы хотела с вами поговорить вот о чем. Давайте я выключу камеру для того, чтобы не мешать вам своим видом. Вот, наверное, так будет удобнее. Сегодня я бы хотела вам рассказать вот о чем. Мы немного поговорим об основах доказательной медицины. Я расскажу вам о том, что такое кокреновское сотрудничество, зачем оно вообще существует и какова ее цель. И еще раз покажу вам в общих чертах, так быстренько мы пройдемся по Кокреновской библиотеке и поговорим о роли Кокреновской библиотеки именно в доказательной медицине. Я, коллеги, прошу прощения, мне сейчас придется остановить экран. Пару секунд буквально. Я прошу прощения. У меня где-то здесь есть... Сейчас. И мы поговорим о роли Кокреновской библиотеки в доказательной медицине. Что такое, почему очень важно разговаривать о доказательной медицине? Наверное, потому что в современном мире, когда у нас идет переизбыток информации, переизбыток новых отраслей, в том числе в медицине, да, нужно всю информацию, которую мы получаем, обязательно подтверждать. Это то же самое касается и медицины. Все-таки доказательная медицина на самом деле зародилась относительно недавно, да, около, наверное, 200 лет назад, даже, наверное, чуть позже. Во времена Первой мировой войны она получила такое более масштабное свое предназначение. Но, тем не менее, на сегодняшний день доказательная медицина – это основа основ, и это основа медицины, которая помогает практикующим врачам принимать правильные решения в лечении своих пациентов. Так вот, что такое вообще доказательная медицина и что она из себя представляет? Почему это важно? Доказательная медицина, чтобы вы понимали, это практика медицины, при которой врач руководствуется тремя основными принципами. Первый принцип – это то, что доказательная медицина базируется на научных доказательствах. Вот здесь вот 3 кругляшочка вы видите, да, это научные доказательства. Научные доказательства – это вообще основа доказательной медицины, потому что это ее ядро, это то, на чем она основана, это то, что подтверждает эффективность препаратов и того или иного метода лечения. Второй принцип, на котором базируется доказательная медицина, это клинические суждения. Клинические суждения врача – это его знания, практика, навыки и опыт. Понятно, что просто научные доказательства, они не могут служить полноценным методом лечения, да, методом профилактики, методом использования препарата. В любом случае именно врач, как пользователь, как управленец вот этими научными доказательствами, которые он получает из разных источников, именно врач решает применимость этих результатов на практике. То есть именно его знание, практика и опыт может помочь ему клинически верно оценить эффективность того или иного препарата, собрать те научные доказательства в какой-то отрасли и выбрать именно наиболее благоприятные в конкретно данном случае. Да. Понятно, что, допустим, в лечении онкологии, разных видов онкологии, есть очень много разных видов научных доказательств. И врач, используя свой опыт, практику и конкретный случай, может принимать те или иные решения о лечении данного вида заболевания, да, в конкретном данном случае. Ну и третий принцип, на котором базируется доказательная медицина, это ценности и предпочтения пациентов. До какого-то момента, может быть, очень долго ценности и предпочтения пациентов действительно были основным, наверное, принципом доказательной медицины, в которых принималось решение именно исходя из предпочтений пациента. На сегодняшний день, скажем так, многие западные страны от этого принципа постепенно начинают отходить, потому что порой предпочтения пациентов выходят за рамки, и если риск для жизни превышает риск от
потенциальная польза от лечения, да, тогда врач может принимать решение самостоятельно, обходя ценности и предпочтения пациентов. Здесь очень важно понимать, что в современном мире, когда очень сильно развиты, да, принципы, ну, развита нетрадиционная медицина, альтернативные методы лечения, конечно, предпочтения пациентов порой бывают совершенно, наверное, такими заоблачными, они граничат иногда с какими-то совершенно необоснованными методами, поэтому здесь уже врач может взять этот риск на себя, и сегодня вот многие западные страны как раз-таки вот этот принцип хотят постепенно его участие минимизировать именно вот в вопросах лечения, основанных на доказательной медицине. Вообще доказательная медицина, она не сама по себе на голову свалилась, да, мы сейчас об этом поговорим. Есть основные нормативно-правовые акты, которые, конечно, они, скажем так, заложили основу и управляют, ну, скажем так, закладывают определенные принципы использования доказательной медицины. Это Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации. Появилась эта декларация относительно давно, еще до зарождения той доказательной медицины в современном виде. Данная декларация, она была опубликована в 1964 году, и вот она закрепила принципы реализации качественных опытов в медицине. Но это было именно такое зарождение доказательной медицины, там такие основ были заложены. И более такой, скажем, глубокий, обширный документ в области доказательной медицины, это было, скажем так, нормы корректной клинической практики. Они на английском языке вы можете даже сейчас найти, называются Draft Guidelines on Good Clinical Practice, сокращенно GCP, и вот эту вот аббревиатуру GCP вы можете найти на некоторых препаратах сегодня, да, вы можете перевернуть препарат и найти вот эту вот аббревиатуру. Эта практика, эти советы, нормы, они были разработаны экспертами Всемирной организации здравоохранения, и в 2002 году они были впервые опубликованы. На сегодняшний день Казахстан присоединен к этим нормам. Но первыми странами, конечно, которые присоединились к вот этим нормам, которые вообще, собственно, и разработали эти нормы практики, клинической практики корректной, это были Соединенные Штаты Америки и это была Япония. И в 1997 году эти две страны, вместе разработав эти нормы, они присоединились к этому документу одними из первых государств. Что касается основы доказательной медицины, вот вы здесь видите, что основа вопроса доказательной медицины на самом деле служит, первое, это метод, значит, способ получения этих доказательств, да, каким способом были собраны доказательства медицины, и, конечно, методы интерпретации полученных доказательств. Это очень важно, потому что именно метод интерпретации служит, скажем так, подспорьем для применения, для обоснования эффективности того или иного метода лечения или того или иного препарата. Способы получения доказательств, они на самом деле, ну, скажем так, их много, способов собирания. Конечно, доказательства собирать можно по-разному, да, но сегодня наиболее распространенные способы получения доказательств в медицине и в доказательной медицине, ну, вы все об этом знаете, это, конечно, клинические исследования, контролируемые клинические исследования, рандомизированные. И, конечно же, это метаанализ. Клиническое исследование само по себе – это такое научное исследование, в котором участвуют люди, и оно проводится с целью оценки эффективности и безопасности либо нового лекарственного препарата, или расширения показаний к применению уже известного лекарственного препарата. Клинические исследования также они могут проводиться для изучения эффективности и безопасности новых методов лечения и диагностики. То есть, в принципе, клинические исследования, они очень универсальны, их можно использовать практически во всех медицинских исследованиях, будь то препарат, будь то методика лечения. И надо понимать, что клинические исследования, они проводятся только после того, как на руках имеются положительные результаты доклинических исследований. И эти доклинические исследования, что такое доклинические исследования? Доклинические исследования – это исследования, которые проводятся на животных. То есть перед тем, как исследователь, ученый проводит
исследования на людях, он должен провести обязательно доклинические исследования на животных. Без этого комитет по этике просто не допустит, не даст разрешения на проведение клинического исследования. Вот здесь как раз-таки вот обязательно клиническое исследование, оно должно иметь положительный результат вот до клинического исследования, оно должно иметь утвержденный комитетом по этике разрешение и также иметь вердикт уполномоченного органа в сфере здравоохранения государства, где проводится эксперимент. На самом деле это очень сложный и долгий, кропотливый процесс, но на сегодняшний день миллионы клинических исследований проводятся в режиме реального времени, да, и то есть это клинические исследования, которые проводятся практически нон-стоп. Есть государства, как правило, государства, скажем так, третьего мира, государства, которые развиваются на этапе своего такого, на начальном этапе своего развития находятся, да, где клинические исследования, допустим, на людях вообще запрещены. Поэтому в основном клиническими исследованиями занимаются развитые государства, такие как Соединенные Штаты Америки, какие-то государства Западной Европы, государства Восточной Азии. И второй способ получения и интерпретации данных является метаанализ. Вот метаанализ очень был распространен в советское время, и наши вот педагоги, наши врачи вот того поколения, советского поколения, они прекрасно владеют, кстати, интерпретацией данных, полученных в ходе метаанализа. Но нужно понимать, что сам по себе метаанализ – это количественный подход к исследованию, и цель метаанализа – это выявление, изучение и объяснение различий в результате разных исследований. То есть, если есть наличие какой-то статистической неоднородности или гетерогенности исследований. У метаанализа есть, конечно, преимущество в том, что позволяет более точно определить категорию, как сказать, метаанализ позволяет выявить статистические данные при проведении исследования на большой группе людей, да, но единственный минус метаанализа, он работает как мясорубка, то есть туда попадает все, там есть и отрицательные данные, там есть и положительные данные, и вот какие данные перевешивают, да, на этом метаанализ будет и основывать свои выводы, то есть не беря во внимание ту категорию лиц, для которых в рамках этого метаанализа, допустим, у которых были отрицательные результаты, скажем так. Вот. И как раз-таки вот эти вот методики сбора, как клинические исследования и метаанализ, они позволяют специалистам в области здравоохранения делать клинические руководства и рекомендации. И нужно понимать, что на основе вот этих вот руководств и рекомендаций это не просто готовые, скажем так, протокола для лечения, для использования, да, тех или иных препаратов при определенных заболеваниях. Клинические руководства и рекомендации, они очень-очень сильно помогают скажем так, в формировании грамотной медицинской фармаэкономики. Вот фармаэкономика – это отдельный огромный раздел экономики, который позволяет государству выстраивать медицинскую помощь, да, в государстве, систему здравоохранения именно таким образом, которая будет помогать населению получать ту медицинскую помощь, которая им наиболее нужна, которая наиболее актуальна для этого государства. Мы же понимаем, что, допустим, такая болезнь, как малярия в Казахстане, редко встречается. У нас ее и нету, да, она есть в странах африканского континента. Так вот, понятно, что в Казахстане фармаэкономика не будет включать, допустим, вот государственный бюджет, когда формируется в сфере здравоохранения, да, медицины, конечно, он, скорее всего, вакцинацию против малярии включать в себя не будет, потому что это то заболевание, которое, допустим, у нас не присутствует, да, так не распространено сильно. Оно может быть сделано на добровольных началах. Да. Вы можете пойти, заплатить деньги и сделать. То же самое, допустим, касается... Вот сегодня большой спор, просто пример приведу. Есть такое заболевание, да, рак шейки матки у женщин. И на сегодняшний день ведется огромная дискуссия во Всемирной организации здравоохранения об обязательности вакцинирования девочек до 14 лет от... Вот есть такая вакцина сейчас от рака шейки матки. Она называется, по-моему, вакциной от вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека, это доказано, кстати, что вызывает рак шейки матки у женщин, в основном приводит он
к этому заболеванию. У мужчин, конечно, мужчины могут передавать этот вирус, а женщины, конечно, потом приводят это к тому, что болеют таким плохим онкологическим заболеванием. Так вот, на сегодняшний день, именно используя доказательную медицину, да, об определенных странах этот вирус очень часто встречается. Он часто встречается в странах Восточной Европы, как бы странно это ни казалось, да. В Казахстане тоже очень частый вирус. Но на сегодняшний день наша система здравоохранения еще не приняла в обязательном порядке вакцинировать девочек до 14 лет от вируса папилломы человека. Это связано с тем, что в Казахстане, скорее всего, еще не собрана достаточная доказательная база, да, и просто на уровне должностных лиц необходимость данной вакцинации еще просто не доказана. Вот я думаю, что наши врачи, наши студенты медицинских факультетов, они этот вопрос должны к этому прийти и доказать, что эта вакцина все-таки нужна. Далее, этапы доказательной медицины. Ну, здесь мы пройдемся кратко, потому что вот как раз-таки здесь, в этапах доказательной медицины, мы и пришли к систематическому обзору, который является ядром Кокрейновской библиотеки. Систематизированный обзор его называют, ну, в основном называют систематический обзор. На сегодняшний день систематический обзор является наиболее полным документом в области доказательной медицины. И сам по себе систематический обзор появился в 70-х годах прошлого столетия. Что такое систематический обзор? Вот своими словами я могу объяснить это так, что это такое же научное исследование, которое представляет из себя обзор нескольких уже опубликованных, законченных работ, выполненных исследователями, учеными, либо практикующими специалистами, с целью критического анализа, оценки и обобщения данных в рамках тех исследований, которые были проведены в данной отрасли. То есть систематический обзор – это критическая оценка проведенных исследований. Это документ, который позволяет вычленить из клинического исследования какие-либо коммерческие подоплеки, какие-либо подводные камни, какие-то скрытые результаты, да, и критически оценить все плюсы и минусы данного конкретного метода лечения и данного, эффективности конкретного препарата. Сам систематический обзор, он, конечно, может использовать метаанализ, а может его не использовать, но в основном больше трети систематических обзоров, они включают в себя метаанализ. Так вот, чтобы вы понимали, систематический обзор, как вообще пишется систематический обзор, это такой документ, который создается на основе уже существующих рекомендаций и клинических исследований, метаанализа. Да? То есть в первую очередь нужно сформулировать правильный клинический вопрос. На самом деле формулировка грамотного клинического вопроса – это 50% успешности доказательного метода. Затем, после того, как специалист сформулировал правильный, конкретный клинический вопрос, тот вопрос, на который он ищет ответ, он осуществляет систематический поиск наиболее значимых доказательств. То есть он ищет вот эту информацию, доказательства для того, чтобы ответить на свой вопрос. Потом он эти доказательства оценивает. Возможно, здесь проводят какие-то доклинические исследования. Да, это у нас третий этап оценка достоверности доказательных данных. Затем проводятся клинические исследования, либо когортные исследования. Как правило, это когортные исследования, такие общие исследования, разбивка на группы. Вот. И здесь оценивается применение этих результатов на практике. И после этого всего, когда проходит огромный вот этот вот этап, порой, вы сами знаете, клинические исследования могут длиться десятилетиями, потому что невозможно, допустим, нужно собрать какую-то определенную группу людей, еще что-то, препарат должен оцениваться там на протяжении определенного периода времени. Конечно, это очень длительный процесс. И в конце этого процесса, когда уже все проведено, доказательства собраны, есть уже и метаанализ, есть и клиническое исследование, и получены результаты клинического исследования, так вот здесь именно проводится оценка проделанной работы. Оценка проделанной работы проводится независимыми экспертами, независимым взглядом, лишенным какой-либо коммерческой подоплеки. Вы должны понимать, что в доказательной медицине не должно быть коммерческой подоплеки. Да, есть фармкомпании, которые заказывают
клинические исследования. Ну, понятно, любая фармкомпания, она вообще должна проводить клинические исследования. Естественно, она их спонсирует. И, естественно, в интересах фармкомпании, чтобы клиническое исследование подтвердило эффективность и положительные, ну, сделало положительные выводы о том или ином препарате. Но вот систематический обзор как раз-таки после этого может сделать такую критическую оценку, действительно ли этот препарат эффективен, действительно ли это клиническое исследование было проведено с соблюдением всех правил, действительно ли здесь нет никакой коммерческой подоплеки. То есть это вообще научно обоснованные выводы, которые помогают практикующему врачу принять правильное клиническое решение. Все-таки лично я придерживаюсь того мнения, что врачи никогда не хотят никому навредить, да, и они всегда работают в интересах своего пациента. Собственно, так и должно происходить. Здесь вот просто показан принцип формулировки проблемы, то есть как формулируется клинический вопрос. Как я уже сказала, формирование правильного клинического вопроса – это 50% успешности. Здесь показан принцип ПИКО, это наиболее популярный принцип формулировки клинического вопроса. ПИКО – это аббревиатура, вы можете ее везде видеть, она практически везде есть, особенно в Кокрейновской библиотеке во всех обзорах. Это population, да, население, intervention, вмешательство, это control, контроль, сравнение, comparison, и это outcome, результат. Так вот, здесь приведена такая матрица для формулировки вопроса. Как сформулировать вопрос? Да? Здесь вы можете поместить пациента, описать, да, кого вы хотите исследовать, описать вмешательство, сравнение, исход. И из этой матрицы у вас получится вопрос. Вот здесь, допустим, у нас вопрос, предотвращает ли прием антисекреторных препаратов образование язвы желудка у больных, длительно получающих аспирин. И здесь вы можете увидеть, да, что П популяция – это больные, которые длительно получают аспирин, вмешательство – это прием антисекреторных препаратов, в качестве сравнения это больные, которые длительно получают аспирин и которые его не получают, да, и третий исход – это количество подтвержденных эндоскопических язв. То есть итогом данного клинического вопроса результатом должно стать, да, действительно ли принятие антисекреторных препаратов приводит к образованию язвы желудка или не приводит к образованию язвы желудка. Вот на этот клинический вопрос должен быть именно такой ответ. То есть не должно быть там каких-то промежуточных ответов. Что касается, опять-таки, основы доказательной медицины и почему важно на сегодняшний день все-таки уметь правильно, грамотно читать информацию. Смотрите, сегодня у нас огромный поток информации, особенно в медицине, особенно если мы сейчас даже откроем Google, забьем любую болезнь, да, я на себе знаю, мы можем забивать какую-то болезнь, там, конечно, все это выходит, и разные методы лечения, и разные способы лечения и так далее. Чему верить? Во-первых, верить нужно проверенным источникам информации, таким как, допустим, Кокрейновская библиотека, PubMed есть очень много Health System Evidence, очень много баз данных, которые содержат хотя бы верифицированную, проверенную информацию, медицинскую информацию. Но медицинский работник на сегодняшний день, не только медицинский работник на самом деле, а любой специалист в сфере здравоохранения, учитывая современные технологии и огромное количество, вот этот поток медицинской информации, он должен уметь анализировать многочисленные источники информации, сравнивать эти материалы и эффективно находить требуемые данные. И вот как раз-таки в таком вопросе, учитывая еще отсутствие времени у людей в сфере здравоохранения на вот эти все поиски, оценку и анализ, вот в таких как раз такие моменты вам помогает такая база данных, как Кокрейновская библиотека, которая содержит в себе в основном именно верифицированную информацию. Кстати, в Казахстане нужно отметить, что вообще на фоне реформирования системы республиканского здравоохранения, да, доказательная медицина, она приобрела особую актуальность, и Казахстан официально придерживается принципов доказательной медицины, что он подтвердил, присоединившись ко всем основополагающим документам в области доказательной медицины. И как раз-таки вы, наверное, знаете, вот почему у вас есть доступ к базе доказательной медицины, это потому что в 2020 году в 391 приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан, ныне который называется Министерство науки и высшего образования, был внесен конкретно 66-й пункт, который обязывает
все университеты в Казахстане, имеющие факультеты в сфере здравоохранения, медицинские факультеты, лечебные факультеты, и тем более все университеты, медицинские университеты обязывают иметь доступ к базе доказательной медицины. Это делается для того, чтобы у студентов, будущих врачей, докторов была возможность уже работать с нормальной верифицированной информацией. Так вот, возвращаясь к систематическим обзорам, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день кокрейновские систематические обзоры являются золотым стандартом качества систематических обзоров в области здравоохранения по всему миру. То есть, если вы будете ссылаться на кокрейновский систематический обзор, вы можете понимать, что это как, ну, это как Нобелевская премия, наверное, которая вот является стандартом и на которой ориентируются другие базы доказательной медицины. Вкратце, быстренько пробежимся с вами о том, что такое кокрейновское сотрудничество. Вот здесь как раз-таки хотелось бы отметить, да, по поводу систематических обзоров. Вообще, что такое Кокрейн? Кокрейн – это фамилия эпидемиолога, основателя доказательной медицины Арчибальда Кокрейна. Это шотландец. Сейчас принято говорить, что он англичанин, хотя вообще он родился в Шотландии. Вот. Как вообще появился систематизированный обзор? Появился систематизированный обзор, как я уже сказала, в 70-х годах, после того, как Арчибальд Кокрейн, он сделал такое замечание о необходимости критической оценки рандомизированных исследований с обобщением результатов. То есть Арчибальд Кокрейн, он пришел к тому, что слишком много методов исследования, слишком много разных клинических исследований, очень много методик лечения, и нужно все это как-то систематизировать, нужно все это правильно оценить для того, чтобы как-то мировое сообщество единонаправленно, да, лечило известные виды заболеваний. И вот как раз-таки он сформировал главный постулат о том, что общество до сих пор пребывает в неведении относительно истинной эффективности лечебных вмешательств. И он предложил создать такую международную базу систематизированных обзоров доказательной медицины, которая помогала бы врачам в их ежедневной медицинской практике. К сожалению, потом Арчибальд Кокрейн, конечно же, он покинет этот мир в 90-х годах, и первый Кокрейновский центр, вот Ян Чалмерс, он будет основателем организации Кокрейновское сотрудничество. В 1993 году в Оксфорде эта организация будет основана, и основной целью этой организации было написание систематических обзоров, критическая оценка существующих клинических исследований. Этим они и занимались, они начали это оцифровывать, и в 1996 году, когда уже вся информация в мире потихоньку началась оцифровывать, создается Кокрейновская библиотека, которая ведется сегодня Кокрейновским сотрудничеством, да, специалистами Кокрейновского сотрудничества, и которая ежедневно пополняется новыми систематическими обзорами. На самом деле сегодня в Кокрейновском сотрудничестве состоят порядка 10 тысяч специалистов и экспертов, практикующих врачей. Все это на добровольной основе. Я думаю, что, в принципе, наши врачи из Казахстана тоже могут спокойно в нее вступать и приносить свой вклад. Можно вот писать обзоры, да, публиковать их на Кокрейновской библиотеке. И Кокрейновское сотрудничество, оно с 2011 года сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. И вот первый обзор, когда инфекция COVID-19 появилась в мире в 2020 году, в апреле, первый обзор о том, что медицинские маски каким-то образом могут снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией, он появился именно на платформе Кокрейновской библиотеки. Вот, как я уже сказала, да, Кокрейновская библиотека, конечно же, это не просто систематические обзоры. Систематические обзоры составляют, наверное, главное ядро Кокрейновской библиотеки, является гордостью Кокрейновского сотрудничества, потому что это уникальные обзоры, которые пишутся высокими профессионалами, которые служат хорошим инструментом для практикующих врачей. Сама Кокрейновская библиотека, как вы, наверное, уже знаете, я надеюсь, вы заходили, знакомились с ней, она состоит из систематических обзоров, из клинических исследований и клинических ответов. Вот здесь приведено количество всех документов, которые есть в Кокрейновской библиотеке. Ежедневно пополняется количество систематических обзоров, медицинских протоколов. Центральный регистр контролируемых исследований является самым большим центральным регистром в мире. Он тоже ежедневно пополняется все новыми и новыми качественными исследованиями.
И знаете, я вот самое, наверное, главное, что я хотела бы вам рассказать сегодня, такая интересная информация. Понятно, что Кокрейновская библиотека — это не просто центр знания, который предоставляет вам информацию, да, это на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы Кокрейновскую библиотеку читали также люди, скажем так, из государственных органов. Почему? Потому что, кстати, в Канаде к Кокрейновской библиотеке доступ есть у всех. Всех граждан, все граждане могут спокойно прийти, открыть дома у себя Кокрейновскую библиотеку и проверить назначенное им врачом лечение. Но почему очень важно такие платформы изучать именно людям из государственного управления? Потому что в Кокрейновской библиотеке вы можете проследить тенденцию изучения какого-либо заболевания, увеличение, уменьшение количества этого заболевания, да, эффективность каких-то препаратов. Если, допустим, понятно, что Казахстан — это страна, которая страдает от высокой группы сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. У нас очень большой риск заболеть онкологией, да, в силу каких-то экологических особенностей страны. Так вот, изучение таких платформ, как Cochrane, конечно, для государства создает такую базу для формирования будущей политики страны, да, на что нужно обратить внимание, какие на сегодняшний день методы лечения наиболее актуальны, какие методы лечения нужно финансировать, какие заболевания пришли заново, да, такое как COVID, допустим. То есть очень-очень много информации, которая вот именно будет полезна для принятия решений в области здравоохранения. И хотелось бы сказать, что Кокрейновский, вот я на этом слайде не буду останавливаться подробно, здесь вы можете ознакомиться с целями и задачами Кокрейновских систематических обзоров. Как я уже сказала, это, конечно, такой очень хороший документ, который включает в себя все: и исследование, и метаанализ, и критическую оценку, и вывод, и готовый метод лечения и так далее и тому подобное. То есть вся та информация, которая... Если вы откроете систематический обзор Кокрейновской библиотеки, вы можете увидеть, порой это очень огромный документ, больше 100 страниц, конечно, чтобы который изучить, нужно очень-очень много времени. Но я думаю, что научившись один раз читать систематический обзор, далее это не составит для вас никакого труда. И вот этот вот значок, да, вы видите, Кокрейновская библиотека, у нас, вы видите вот логотип, даже вот здесь в кружочке, я вам сейчас покажу. Вот здесь вот в кружочке вы видите логотип, и здесь вы видите такую лесовидную диаграмму, да. Это не просто диаграмма, это диаграмма, вот она здесь представлена, вот как раз-таки эта диаграмма, да. Это лесовидная диаграмма, является эмблемой библиотеки Cochrane. Почему? Это систематический обзор легендарный, который был опубликован в 1996 году. И называется он «Антинатальные кортикостероиды для ускорения созревания легких плода у женщин с риском преждевременных родов». Почему этот обзор стал легендарным? Потому что до того, как начали принимать антинатальные кортикостероиды, беременные женщины, плод после рождения умирал. Так вот, Эмма МакГолдрик, женщина, которая в 2020 году, вы видите, здесь дата указана, 25 декабря 2020 года, она переподтвердила свои данные, которые получила еще в 90-х годах, что действительно антинатальные кортикостероиды позволяют сохранить плод и ребенка с риском преждевременных родов. То есть и этот легендарный обзор, после того, как она его опубликовала, да, вот это вот лечение кортикостероидами начало применяться повсеместно по всему миру. И говорят, этот вообще есть данные, что благодаря этому легендарному обзору в мире было спасено порядка 600 тысяч новорожденных жизней с момента опубликования данного обзора. И очень много критики вызывал этот обзор и так далее. И вот в 2020 году Эмма МакГолдрик снова подтвердила все данные этого обзора, она заново провела это исследование, да, и снова пришла к этому же выводу, что кортикостероиды антинатальные, они позволяют сохранить плод и родить здорового ребенка у женщин с риском преждевременных родов. И вот эта вот лесовидная диаграмма этого легендарного систематического обзора, она стала эмблемой
символом Кокрейновской библиотеки. И, ну, и сейчас даже вы можете зайти на Кокрейновскую библиотеку и найти этот легендарный систематический обзор, ознакомиться с ним и почитать. Вкратце, быстренько пробежимся, у нас заканчивается время вебинара. Кокрейновские систематические обзоры выглядят вот так. Есть в Кокрейновской библиотеке перевод на русский язык кокрейновских систематических обзоров, не всех, коллеги, и не всего обзора. Конечно, весь обзор на русский язык перевести это, скорее всего, нереально. Есть перевод краткого резюме систематического обзора. Что включает в себя краткое резюме? Краткое резюме – это то, что, в принципе, и нужно для того, чтобы ознакомиться с систематическим обзором. Это методы исследования, это те исследования, которые были изучены в рамках систематического обзора, и это выводы, которые делает систематический обзор. Не все систематические обзоры имеют переведенное на русский язык резюме, но, тем не менее, когда вы заходите и ищете Кокрейновский систематический обзор по определенной тематике, вы можете вот здесь увидеть, да, на каких языках вам доступно краткое резюме. В любом случае, я знаю, что в Казахстане те, кто испытывает сложности с английским языком, вы можете просто спокойно перевести браузер. Когда вы открываете Кокрейновскую библиотеку через браузер, Google Chrome, Mozilla и так далее, ну, то есть любой браузер, Internet Explorer, вам браузер автоматически предлагает перевести страницу на русский язык. И если вы согласитесь на перевод, автоматический перевод от браузера, в принципе, перевод очень удобоваримый, и можно использовать и читать всю литературу. Систематические обзоры в Кокрейновской библиотеке представлены в разных видах. Это прототипный обзор. Прототипный обзор – это именно тот обзор, о котором я говорю. Это огромный, полный документ со всеми видами исследований и метаанализом. Это интервенционный обзор тоже, который, вот вы видите, вот как раз таки то, что я говорила, PICO, да, Population Intervention Comparison Outcome. Это диагностический обзор и это быстрый обзор. Быстрые обзоры, такие краткие обзоры, которые делаются на основе нескольких исследований, оценивают несколько кратких исследований по какому-то очень-очень узкому вопросу. Есть центральный регистр контролируемых исследований. Нужно сказать, что на сегодняшний день вы можете получить информацию только по контролируемым рандомизированным клиническим исследованиям, потому что неконтролируемые клинические исследования, они допустимы в исключительных случаях, когда такой новый метод позволяет спасти жизнь или радикально улучшить прогноз у пациентов, страдающих неизлечимым заболеванием. На сегодняшний день неконтролируемые клинические исследования в основном проводятся с пациентами, которые страдают ВИЧ-инфекцией. ВИЧ или СПИД-инфекция, где, конечно, прогноз неутешительный. Тем не менее, в Центральном регистре Кокрейновской библиотеки присутствуют только рандомизированные, контролируемые клинические исследования. И здесь, конечно, вы не сможете скачать полностью все исследование, но тем не менее вы можете просмотреть краткое резюме, вот так вот оно будет выглядеть, да, информация о клиническом исследовании, где оно проводится, да, рандомизированное, вот слепое, вы видите всю информацию об исследовании, есть абстракт исследования, это краткое резюме исследований, собственно, то, что вам необходимо знать. И обязательно присутствует ссылка на само исследование, на стороннюю базу, где это клиническое исследование зарегистрировано. То есть в Кокрейновской библиотеке это именно регистр, такая краткая информация о всех исследованиях, которые проходят в режиме реального времени. Ну и Кокрейновские клинические ответы, как мы уже говорили, да, Кокрейновский клинический ответ на самом деле появились чуть позже. Сначала у нас появились кокрейновские обзоры, кокрейновские протокола, вот вы видите здесь. И после того, как систематический обзор, он очень большой документ, как я уже говорила, там очень много информации, которую, конечно, практикующий врач не всегда может прочитать, не всегда у него есть доступ к этому, да, не всегда у него есть время. И вот Кокрейновское сотрудничество, они, конечно, молодцы в том плане, что они решили вот эти вот кокрейновские систематические обзоры еще больше унифицировать и уже публиковать на основе обзоров клинические ответы. Клинический ответ – это очень удобный формат. Клинический ответ – это всегда ответ на какой-то определенный клинический вопрос. Например, вот может ли, допустим,
антибиотики облегчат симптомы ангины. То есть конкретный клинический вопрос вот отвечает у нас клинические ответы. Это также полный документ, который вы можете скачать в формате PDF, и он, конечно, поменьше систематического обзора, но тем не менее также включает в себя и методы, и результаты, есть и дискуссия, какие-то ссылки и так далее и тому подобное. То есть вы видите авторское заключение. Как правило, вообще, когда вы читаете документ, можете сразу переходить к авторскому заключению. Вы можете прочитать бэкграунд, абстракт и перейти к авторскому заключению, где, в принципе, будет вся та информация, которая вам нужна, связанная с этим обзором. Кокрейновская библиотека также содержит ссылки на сторонние базы. Если вы пройдете вот здесь вот на кнопочку Other Reviews, вы увидите, что можно также ознакомиться с документами в области медицины сторонних баз, как Health System Evidence, Social System Evidence. Это тоже американские базы, медицинские, базы доказательной медицины. Там вам будет доступный не полнотекстовый документ, но тем не менее какое-то краткое резюме проводящегося исследования. Кстати, это очень огромная база данных. Здесь порядка 350 тысяч документов, в Social System Evidence порядка 100 тысяч документов загружено на сегодняшний день. И последний слайд у нас о том, почему важно пользоваться ресурсами нашего издательства. Наверное, это не потому, что у нас есть, не только потому, что у нас есть Кокрейновская библиотека. Да, я всегда говорю о том, что издательство Wiley, которому и принадлежит Кокрейновская библиотека, у вас есть доступ к Wiley Online Library также. Это издательство, которое номер один в мире, которое ведет сотрудничество с порядка 700 научных сообществ и ассоциаций. И вот из этих научных сообществ и ассоциаций почти половина в области здравоохранения и фармацевтики. И вот здесь вы видите примеры, да, то есть Американская ассоциация онкологов, Британская ассоциация иммунологов, Американская фармацевтическая ассоциация, Японская ассоциация онкологов. То есть очень-очень много разных ассоциаций, которые публикуют все свои работы на платформах издательства Wiley, в том числе в Кокрейновской библиотеке. Поэтому это огромная и хорошая платформа для того, чтобы начать где-то сотрудничать с этими ассоциациями, ознакомливаться с их трудами и, возможно, как-то кооперировать и устанавливать какие-то взаимоотношения для того, чтобы публиковать совместные труды, для того, чтобы вести какую-то совместную работу над исследованием. Так, на сегодня это у меня все.